В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Автозимник Хатас-Павловск через реку Лену в Якутии могут открыть раньше срока. На Северном форуме эксперты обсудили развитие распределенной генерации в удаленных и изолированных районах. В Алданском районе прививочная кампания против гриппа продолжается. План по иммунизации выполнен на 80%. Новый формат обучения. В школе города Ленска урок информатики проходит без учебников и тетрадей. В Якутске подвели итоги муниципального отборочного этапа чемпионата «Молодые профессионалы». Минздрав Якутии начал работу по реабилитации участников специальной военной операции. Она проводится во всех медицинских организациях республики. Так, участники и члены их семей поступают в единый центр поддержки и сопровождения пациентов по информационной системе «Медведь». Затем специалисты направляют их на обследование и консультации. Для каждого пациента реабилитация проходит индивидуально по характеру и профилю заболевания. Участники специальной военной операции также могут пройти специальную программу в санатории Бесчагда. Направление можно получить в Министерстве здравоохранения Якутии и Едином координационном центре всесторонней помощи мобилизованным и военнослужащим. 9 детей военнослужащих, участников специальной военной операции, отдыхают в круглогодичном центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор». А 9 декабря там откроется смена «Новогоднее волшебство». Уже принято свыше 60 заявок. Набор продолжается. Кроме того, в республике работает круглогодичный лагерь «Сир-Устара» в Сунтарском Улусе, в котором запланирован отдых 14 детей военнослужащих. Уже поданы заявки на следующую смену. Напомним, бесплатные путевки в детские лагеря предоставляются на основании заявления одного из родителей или законных представителей. Его можно подать в офисах МФЦ «Мои документы» или через электронный портал государственных и муниципальных услуг eyakutia.ru. Проезд до места отдыха и обратно бесплатный. Совместный круглый стол по вопросам реализации трудовых прав граждан на территории региона провели сегодня Республиканская прокуратура и Федерация профсоюзов республики. Более 70 участников, в числе которых были представители заинтересованных министерств, ведомств, профсоюзных рескомов и первичных организаций, в формате живого диалога обсуждали самые наболевшие вопросы, связанные с невыплатой заработной платы, незаконными увольнениями, своевременной выплатой компенсации и льгот граждан, работающим в условиях Арктики и на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера. Говорили и о необходимости своевременного восстановления нарушенных прав граждан. В сложных экономических условиях прокурорский надзор за соблюдением трудовых прав граждан остается весьма актуальным. В последнее время стали вопросы, в том числе обращения граждан, связанные с соблюдением трудовых прав мобилизованных граждан и членов их семей. Надо сказать, что прокуроры сегодня реагировали на факты, когда работодатели позволяли себе принимать незаконные решения об увольнении мобилизованных граждан или не производили все причитающиеся выплаты. Эти иные проблемы сегодня рассмотрены на круглом столе с участием профсоюзной организации, представителей всех заинтересованных ведомств. Мы думаем, что те алгоритмы, которые выработаны на круглом столе, позволят в той или иной степени решить остающиеся проблемы. В рамках Северного форума по устойчивому развитию прошла стратегическая сессия «Распределенная энергетика для удаленных и изолированных территорий Дальнего Востока и Арктики». В ходе сессии были обсуждены вопросы текущей ситуации и перспективы развития распределенной генерации в удаленных и изолированных регионах России, реализация инвестиционных проектов локальной энергетики, государственная поддержка частных инвестиций, а также план мероприятий. В сессии приняли участие представители министерств республики, а также эксперты и сотрудники крупных ведущих компаний в сфере энергетики. Модератором мероприятия выступил руководитель направления по энергетике и ЖКХ Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Максим Губанов. В первую очередь мы хотим ознакомиться с инвестиционным потенциалом региона, который будет представлен в ходе этой сессии. Далее мы перейдем к видению со стороны федеральных органов власти. Мы будем рассматривать как уже реализованные проекты, так и проекты, которые могут быть перспективными. И самое важное, чтобы мы услышали мнение региональной власти о возможности реализации этих проектов.
Автозимник Хатас-Павловск через реку Лену могут открыть раньше срока, к 5-7 декабря, для транспорта весом до 3 тонн. В ходе ежемесячного совещания премьер-министр региона Андрей Тарасенко с главами районов обсудили сроки открытия ледовых переправ. В Якутии продолжаются работы по обустройству автозимников. По участку Хатас и Павловск на левом берегу реки Лена ведутся работы по устройству подходов, вырубке кустарников, наморозке льда. Очищена 4-я полоса движения и 50% 3-й полосы движения. Минимальная толщина льда 28 сантиметров. На правом берегу выполнены работы по устройству подходов. Для недопущения несанкционированного выезда транспортных средств на лед установлена система мобильной фото-видеофиксации на переправе Нижний Бестях-Якутск. Отметим, с 21 ноября по 10 декабря на территории района проводится акция «Безопасный лед», нацеленная на предупреждение несчастных случаев в период межсезонья и становления ледообразования. Декабрь в Якутии начнется с морозов. Аймиконский район в ближайшие дни станет самым холодным местом в республике. Синоптики на этой неделе прогнозируют на территории региона снег и ветер. На побережье Арктики, Анабарского и Блунского районов поземки при порывах ветра 9-14 метров в секунду. В центральных, восточных, северных районах в населенных пунктах морозные туманы. А Приморский край окутало снежным одеялом. Снег заметает улицы Владивостока. Все службы жизнеобеспечения приведены в состояние повышенной готовности. Занятия в школах отменили. Наш корреспондент Лидия Гасанбалаева продолжит. Первый снег – это всегда радость, воспоминания из детства, снежки и веселое настроение. Но для Владивостока из-за сложности рельефа это всегда еще и транспортный коллапс. Многие крутые подъемы и спуски уже закрыты для движения транспорта. Усугубляет ситуацию ветер. Для Владивостока циклоны не новость, но каждый раз жители с опаской ждут дня, когда выпадет снег. Ведь он всегда несет в себе много неприятных сюрпризов. В летний период стоит остерегаться такого опасного климатического явления, как тайфуны, которые периодически обрушиваются на Владивосток, нанося огромный материальный ущерб городу и угрожая жизням людей. Таким образом, жителям Приморского края нужно быть начеку и летом, и зимой. Сбылись самые неблагоприятные прогнозы Примгидромеда, и компанию снегу составил еще и дождь, который превратил дороги Владивостока в самый настоящий каток. Напомним, что 2 года назад на город обрушился ледяной апокалипсис, последствия которого устраняли несколько месяцев. Вчера действительно тоже был очередной ледяной дождь в городе Владивостоке. Ну, нам повезло в этом отношении, что он был чуть меньше, чем по масштабу и по объему пролитой воды, чем 2 года назад. Ну и, наверное, наши службы города Владивостока уже научились, уже умеют справляться. По информации, которая в телеграм-канале города Владивостока распространяется, более 100 единиц техники работали круглосуточно, начиная со вчерашнего обеда. Очень много людей также вышли с утра, чистили пешеходные дорожки. В такую погоду, особенно в снегопад, власти просят жителей стараться не выходить из дома и не пользоваться личным автотранспортом. Во время пробок люди ждут автобусы часами. Многие водители бросают свои машины у обочины и идут домой пешком, как это было в прошлом году. Власти просят руководителей предприятий сократить рабочий день и отпустить работников пораньше, чтобы все смогли добраться до дома. Лидия Гасанбалаева, Владивосток. Тенденция к росту заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями сохраняется в республике. Всего зарегистрировали 11 212 случаев ОРВИ. Эпидемические пороги превышены на 72,5% по совокупному населению. В республике вакцины против гриппа сделали 431 080 человек, в том числе 137 359 детей. В Алданском районе наблюдается рост ОРВИ. В настоящее время выявлен 1 случай гриппа. В условиях распространения коронавирусной инфекции специалисты призывают уделить особое внимание мерам безопасности. Как предупредить заражение, узнали наши коллеги. В Алданском районе прививочная кампания против гриппа продолжается. План по иммунизации выполнен на 80%. Наиболее активны жители отдаленных поселков. Между тем, в настоящее время отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.
Если в начале месяца у нас еженедельный прирост составлял 132 человека, то на сегодняшний день уже 212. Рост идет в группах от 1 до 2 лет, с 7 до 14 лет и среди взрослого населения. По заболеваемости новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день на амбулаторном лечении находится 10 человек, на стационарном лечении в инфекционном отделении находится 1 человек, состояние стабильное. Ситуация по распространению COVID-19 оценивается как стабильная. Между тем, специалисты напоминают о том, что сейчас важно максимально снизить все риски. В настоящее время в Алданском районе зарегистрирован 1 случай гриппа А. Проведены исследования, в результате которых выявлен 1 риновирус, 3 метапневмовируса и 1 грипп А. Предварительно это свиной грипп H1N1. Если человек болен гриппом, при заражении коронавирусной инфекцией шансов на то, что заболевание будет протекать в легкой форме, нет. В целях минимизации риска заражения специалисты рекомендуют соблюдать меры безопасности. А наиболее надежной защитой, способной в случае заболевания предупредить развитие осложнений, остается вакцинация. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Среднеспециальным учебным заведениям закрепят статус учебно-производственных комплексов при СПО. Изменения 2 статей в законе об образовании подписаны президентом Владимиром Путиным. Закон предполагает практическую подготовку студентов. Также при окончании учебы выпускникам насчитывается трудовой стаж. Помимо этого, при нововведении предусматривается повышение финансовой устойчивости самих образовательных учреждений. То есть на базе учебно-производственных комплексов будет осуществляться производство товаров и оказание услуг населению по профилю образовательных учреждений. Прибыль, полученная в результате этой деятельности, будет направлена на развитие СПО. Урок информатики без учебников и тетрадей. Именно так он проходит в 3-й городской школе Ленска. Новый формат очень понравился ученикам. Светлана Балеева побывала на одном из уроков. Урок информатики. Новая тема. Педагог после ее объяснения предлагает ребятам выполнить задание самостоятельно. Открыв на сенсорном экране нужный урок, на платформе Яндекс.Учебника, именно на ней проходит обучение, учитель моментально рассылает его всем ребятам. Мы сперва работаем по презентации. После прохождения презентации мы работаем в рабочей тетради. Я выдаю в личном кабинете рабочую тетрадь. Она тут же появляется у них на ноутбуках, и они выполняют ее. Благодаря этой программе учитель информатики полностью отслеживает ход действий своих учеников. Какое время они затратили на ответ, сколько сделали попыток для ответа на вопрос. После того, как ученик закончил работу, на большой экран выходит полный отчет по заданной теме, по которому педагог тут же выставляет оценку. Ребята довольны новым форматом проведения урока. На Яндекс.Учебнике намного лучше заниматься, чем по учебникам. То есть не нужно таскать тетради, учебники. Это намного проще. И дома можно, если даже нет ноутбука, можно просто через телефон зайти и сделать домашнее задание. Артем Карлов, одноклассник Дарины, тоже рад нововведениям, но признается, что обучение стало немного сложнее. Мне, в принципе, нравится Яндекс.Учебник, но все равно есть какая-то такая сложность. Где-то списать сложнее, где-то так. Но, в принципе, это лучше, чем... Это новый формат, и он удобнее. Учитель информатики Артем Низамеддинов признается, что такой формат обучения удобен не только для учеников, но и для самих педагогов. К сожалению, пока данное новшество работает только в одной городской школе и только по одному предмету информатики. Светлана Балеева, Александр Личук, Ленск. Выявить и поддержать талантливую молодежь. Сегодня в Якутске состоялось награждение лауреатов и участников 5-го муниципального отборочного этапа «Молодые профессионалы» в категории «Юниоры». О том, чем примечателен этот этап, расскажет Надежда Саханская. Давайте поаплодируем нашим активным, инициативным, ответственным руководителям. Самое главное в развитии ребенка – вовремя заметить его тягу к какому-либо делу и приложить все возможные усилия для развития практических навыков и перспективы наращивания профессионализма. В этом году, как никогда, большое участие приняли юниоры школ города Якутска. 651 участников в возрасте от 10 до 17 лет. Ребята соревновались на 19 образовательных площадках. Интересным нововведением 5-го этапа стали новые компетенции. Помимо рекорда по количеству участников, новую планку задали и соревновательные дисциплины. Их стало 57. Более того, появились компетенции, которые направлены исключительно на наш регион.
были такие компетенции, которые, это называется компетенции, которые проходили в презентационном этапе. Такая компетенция, как национальная кухня народов Севера и Арктики. Такая компетенция, как искусство исконского волоса. Это компетенции, которые проводятся только в нашем регионе. После юниоров столицы региона в игру вступят молодые профессионалы районов Якутии. И уже после этого, как надеются участники, их будет ждать новый республиканский этап. Надежда Саханская, Григорий Хлопков, Якутск. В Якутске подвели итоги второго международного конкурса «Белый мир Арктики» через призму детской книги. Напомним, он был объявлен в начале этого года. Организаторами выступили детский филиал Национальной библиотеки Республики и детская точка кипения «Центр чтения». Более подробно о работах расскажет Дмитрий Тымыров. Павел – ученик 8 класса школы номер 1 города Якутска. Первый свой рассказ написал в 8 лет. Тогда это было просто сочинение. В отличие от других современных детей, маленький Паша тогда любил читать сказки и другую литературу. Он был частым гостем в детских библиотеках. С возрастом Павел начал все больше увлекаться сочинением рассказов и стихов. И вот в этот раз он вместе со своей сестрой, которая, кстати, тоже увлекается сочинением рассказов, решили принять участие в этом конкурсе «Белый мир Арктики» через призму детской книги. Я представила работу совместно с моей сестрой. Мы написали книгу, в нем вошли наши общие рассказы. Там есть рассказ про белого медведя, который потерялся, и потом он смог найти свою маму и воссоединиться с семьей. Рассказы у нас наполовину из жизни, а наполовину из, сказочные. Книга получила название «Якутские первоцветы». Пока вышла только в электронном формате. Красочное издание сразу бросается в глаза. Что интересно, автором этих иллюстраций является также ребенок, то есть участник этого конкурса. Ангелина Тамтосова. Именно она победила в номинации «Лучший иллюстратор детской литературы о Севере и Арктике». Так же, как и Павел, Ангелина начала увлекаться, но уже рисованием с малых лет. И сегодня ее любимое дело переросло в настоящее хобби, ведь ее рисунки теперь красуются на страницах детских книг. Я начала рисовать с 3 лет. Я начала свой опыт иллюстратора, когда моя подруга предложила мне нарисовать иллюстрации к ее рассказу, подруга из 5 школы. Потом мне предложила библиотека нарисовать иллюстрации к рассказам и стихотворениям. Каждому рассказу и стихотворению я должна была нарисовать иллюстрации, которые, дают смысл. Это был очень интересный опыт, мне понравилось. Я в этом году еще буду рисовать для рассказов иллюстрации. Я рисовала людей, животных. Было очень много рассказов, у которых разный смысл. Мне очень понравилось. И таких работ от детей организаторы получили более 100. Помимо этого, здесь также были представлены детские настольные игры. Всего было представлено 9 номинаций. По словам организаторов конкурса, мероприятие призвано привлечь внимание общественности к проблемам Арктики, Севера и малых народностей. Мы этим конкурсом привлекаем внимание к проблемам детской литературы, к издательствам, которые ее издают, к авторам, которые ее пишут. И хотим, чтобы государство или неравнодушные люди уделяли больше внимания проблемам именно детской литературы на языках малочисленных народов Севера, о переводной литературе, потому что очень много хорошей литературы, которые широкий круг читателей не знают, потому что они издаются и сразу же раскупаются, их невозможно практически найти. Так что проблема должна быть решена. Лучшие работы были награждены дипломами и памятными подарками. Все они представлены на официальном сайте Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. А тем, кто желает принять участие и внести свою лепту в сохранение традиций, культуры коренных малочисленных народов Севера, у вас есть шанс принять участие уже в следующем году на 3-м международном конкурсе «Белый мир Арктики» через призму детской книги. И, возможно, ваша работа станет победителем и будет тиражироваться для юных читателей. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутск.
Выставка коллекционеров якутского варгана под названием «Народные хомусы» открылась в музее и центре хомуса народов мира. В состав экспозиции вошли инструменты из частных коллекций 9 коллекционеров республики. Всего на выставке представлены свыше 200 хомусов из разных исторических эпох и стран. Посетители смогут увидеть среди экспонатов работы именитых мастеров Якутии. Помимо того, представлены старинные хомусы 18 и 19 веков из Европы. Выставка работает до 29 декабря. Напомним, 30 ноября в Якутии традиционно отмечается День хомуса, музыкального инструмента, который является национальным символом культуры народа Саха. Жить надо с любовью. Вот девиз семьи Осадчих из Мирного. Галина и Александр прожили вместе 60 лет. На бриллиантовой свадьбе им вручили республиканский знак «Семейная доблесть». Его получают семьи, прожившие в браке не менее 50 лет. Как строить отношения на долгие годы у юбиляров, узнавала Иванна Филиппова. Ну что, готовы? Бабулечка. Твой букет. Сама собирала. Специально для тебя. Дай Бог тебе здоровья. Спустя 60 лет чета Осадчих вновь жених и невеста. В торжественном зале ЗАГСа молодых чествуют дети, внуки и правнуки. Волнуются, как в первый раз, а за спиной более полувека счастливой совместной жизни. 60 лет – это целая жизнь, и ваша семья служит, конечно, примером для всех семей Миринского района. Я считаю, что о таких семьях нужно рассказывать студентам и школьникам, для того, чтобы они брали с вас пример. Молодые познакомились в далеком 60-м. Ей было 18, он старше ее на 8 лет. Александр Осадчий влюбился в Галину с первого взгляда. Трепетное отношение к жене сохранил по сей день. Их любовь – пример для близких. Мы живем с мужем 33 года. Благодаря тому, что вот их пример нашему действительно долголетнему браку с мужем, потому что мы видим, насколько они друг друга уважают, любят, ценят. Гости отметили особенность этой семьи – трудолюбие. Галина Алексеевна до сих пор работает кондуктором, а глава семьи до 71 года проработал электромонтером в специализированном тресте «Алмаз-автоматика». На своем примере вырастили и детей. Сегодня сыновья работают в «Алроса» и среди коллег считаются настоящими профи. Это прекрасный специалист, кто у нас, к сожалению, люди уже уходят, потому что такой долгий срок работают. Но тем не менее, кто помнит, кто знает, характеризует только как замечательного человека, который передавал свой опыт молодому поколению. 2 сына, 4 внуков и 5 правнуков. Вот наше главное богатство, говорят Осадчие. Я довольна, что у меня такой попался супруг, что я жила за ним, как за каменной стеной. И я всем желаю только такого супруга. В день бракосочетания Галине Алексеевне исполнилось 80 лет. Ее мечта – прожить с любимым супругом еще много лет. Иванна Филиппова, Алексей Меркулин, Артур Голиков, медиакомпания «Алмазный край». Самые красивые и талантливые мамы подарили праздник зрителям и собравшимся гостям. В честь Дня матери в Центре культуры и духовности Нерюнгри звучали трогательные песни и стихи. В конкурсе принимали участие не только мамы, но и дочери, а также группы поддержки и творческие коллективы. Ирина Жданова побывала на мероприятии. Лучше всего об увлечениях и образе жизни каждой семьи можно узнать на выставке. Здесь представлены работы всех участниц. Обе рукодельницы занимаемся творчеством, шитьем, аппликацией, собираем пазлы, мозаики. Семья у нас еще к тому же спортивная. Мы участвуем в различных спортивных мероприятиях. Она меня учит быть послушной, вежливой, учит меня заниматься, например, спортом или делать поделки. Сувениры и поделки, сделанные своими руками, кулинарные шедевры и национальные украшения. И все это дело рук нерюнгринских мам, участниц конкурса. Сегодня мы вот на выставке «Мастерицы» показывали и представляли здесь наши творческие работы с доченькой, мою методическую работу о восстановлении после родов, так как я являюсь сертифицированным фитнес-инструктором групповых программ. И дочка моя представила свои работы в виде алмазной вышивки, алмазной картины и расписные картины. Следующий этап – визитка, где каждая семья готовила видеопрезентацию. А уже в следующем конкурсе каждая мама воплощала мечты в звездном образе своей дочери. У нас есть возраст и 4 года, есть и 10 лет. Поэтому я думаю, что здесь все равны.
Пока мы репетировали, пока мы занимались, настолько все стали родными, что уже тут все друг другу помогали уже. Праздник продолжил спортивный флешмоб и танец-сюрприз от мам. А семейная мода показала, насколько талантливы и красивы нерюнгринские мамы и их дочки. Подводя итоги, члены жюри единогласно решили, что все участницы заслуживают звания лучших. Поэтому каждая мама была отмечена победительницей в разных номинациях, таких как самая застенчивая, самая привлекательная, очаровательная, артистичная и самая харизматичная мама. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. На этом все. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.